што модна не заўсёды зручна, прыгажосць па-ранейшаму патрабуе ахвяр, а таму дзеля яе можна і пацярпець, жартуе гомельскі дызайнер і выкладчык Надзея Никулина. Тут нельзя разделить красоту и удобство. Бывают такие вещи иногда, которые неудобны, но красивые. Модны кампраміс беларускі лён. Гэтая натуральная тканіна не здае пазіцыі ў арсеналах дызайнераў, а ў калекцыях гамельчан тым больш. В моих коллекциях очень интересна такая деталь. У меня основные ткани, которые используются для этой коллекции, это ткани белорусского производителя. Лен. У нас таким очень своеобразным жаккардовым переплетением. В мельнице моды я участвую с 2016 года, и первые места уже начала занимать с 2023 года. Вот готовимся к следующему конкурсу 26 года, ну, финал. Рэспубліканскі фестываль «Млын моды» сёлета ўжо 35-й па ліку. Ад Гомельшчыны на прэстыжны конкурс адправіцца некалькі дзесяткаў удзельнікаў. Для фіналістаў па ўсёй краіне праводзяць навучальныя абласныя семінары. Сярод спікераў сталічныя спецыялісты. Мы решили каждую область посетить с региональным обучающим семинаром. Собрали ведущие учебные заведения Гомельской области, чтобы транслировать опыт этих учебных заведений, продемонстрировать участникам семинара достижения учебных заведений и отдельных дизайнеров, которые ежегодно принимают участие в мельнице моды, показать то, чего они достигли, и представить капсулу будущего и стратегическое партнерство. Нам важно, чтобы уровень работ ежегодно рос, чтобы количество участников становилось больше. Ну а те работы, которые будут представлять участники Гомельской области, они были сделаны на основе региональных направлений, тематика. Летась неглюбскія рушнікі з Веткаўскага района ўключаны ў спіс спадчыны ЮНЕСКО. Не выключана, што гэты элемент з'явіцца ў модных трендах. Калекцыі гомельскага мадэльера Сергея Курохціна ўжо некалькі год на конкурсе займаюць высокія пазіцыі. У мінулым годзе першае месца, але так было не адразу. Першая калекцыя жаночага адзення 2009-го не атрымалася. Сергей вырашыў не здавацца, знайшоў унікальную нишу, натхняецца музыкай, мультфильмами и кинематографом. Каждый год по коллекции одежды шью для этого конкурса. И вот у меня за спиной коллекция 2021 года пошива, но у нее много заслуг. С этой коллекцией я поучаствовал в русском силуэте в Москве в конкурсе молодых дизайнеров, в конкурсе международном Адмиралтейская игла в Санкт-Петербурге. Заняли мы 3-е место с этой коллекцией. Ну и в нашем республиканском фестивале-конкурсе «Мельница моды». Вот, например, моя любимая модель, она состоит из 2 пиджаков, из 2 жакетов. Он пылился на чердаке и в итоге приобрел вторую жизнь в моей коллекции. У меня такой принцип пошива коллекции – это апсайклинг, мой любимый. Это переработка старых вещей и придание им как бы новой жизни. Млын моды для каждага свой. Рэспубліканскі фестываль мае масу номінацый. Але галоўнае, што для шматлікіх таленавітых мадэльераў, канструктараў, швачак і фатографаў гэта выдатная магчымасць заявіць пра сябе. Ірына Драбушэўская, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».